Менә мен хәзер Мамадыш трактында, без хәзер министр белән китәбез Алексеевск бистәсенә. Анда инде яшьләр үзәге ачылачак. Иртәнге 8 почти дип әйтик. Без инде эшне башлыйбыз министр белән. Менә мен монда хәзер автомобильдә бастырам. Бу инде Мамадыш тракты. Монда Макдональдс ветигендә вкусная точка. Министрны көтәм. Менә Алексеевскига барабыз, әйме? Яшьләр үзәге ачабыз. Ачарга дип әйтәсезме? Бу районнарга кирәк әйбер булсын бу. Һәм нәрсәнең мәгънәсен яшьләр киләчәк банда, килмәячәкме? Хәзер яшьләрнең Казахстанда бик авыр. Вы знаете, у нас самый главный принцип работы это для молодежи и вместе с молодежью. Вот, в Алексеевском районе вообще не было молодежного центра. Вообще не было? Но в то же время запрос на это был крайне высокий. И когда вот в 2019 году мы начали этой темой заниматься, мы подобрали вместе с главой района здание бывшего Дома культуры Алексеевска. И самое первое, что мы сделали, мы собрали молодежь, активную молодежь, неактивную Алексеевск, и сказали: вот мы хотим сделать молодежный центр. Вы нам сами подскажите, что вы хотите видеть в этом объекте. Что вам нужно, что вам не нужно, что вы хотели бы там видеть. Почему? Потому что с самого начала работы министерства и во всех программах капитального ремонта и реконструкции объектов молодежной политики, вне зависимости от того, какого он направления, будь то это лагерь, будь то это молодежный центр или подростковый клуб, или центр психолого-педагогической помощи, мы всегда собираем общественные слушания, собираем разную молодежь, приходят подростки, приходит работающая молодежь, сельская молодежь, приходит студенческая молодежь, просто не занятая там молодежь, предприниматели. И мы их, и все эти целевые аудитории имеют возможность в течение 2-3 часов, работая вместе с тренером, вместе с архитекторами, с дизайнерами, моделировать ту концепцию молодежного центра, например, да, которую бы они хотели видеть в дальнейшем. И теперь во всех объектах молодежной политики нет тех помещений или тех функциональных назначений, которые бы не соответствовали запросу молодежи. Все они выстраиваются исключительно по их желанию. И таким же образом родилась концепция молодежного центра «Синергия». Название достаточно интересное. Первое слово, вернее, первый слог «син» – это «ты», «энергия» – «ты энергия», «син» – «энергия». Другое значение «синергия» – это совокупность разных активностей молодежи, которые дают какой-то положительный результат. И вот сегодня в этом молодежном центре «Синергия» функциональные зоны рассредоточены таким образом, чтобы они удовлетворяли потребности и запросы молодежи. Да? И там есть большое многофункциональное пространство. Раньше это было в ДК актовым залом, да. А сегодня это многофункциональный зал. Там можно проводить и праздники, и мероприятия, и совещания, и тренинги, и массовые занятия, и так далее, и так далее. Сегодня там появилась кофе-зона. Ее не было в Алексеевске вообще молодежного такого пространства, где бы они могли свободно прийти и попить кофе. Сегодня там появился коворкинг, да, свободная зона для работы с доступом в интернет, бесплатно могут прийти и воспользоваться этим помещением. Ну и много других пространств, где они могут самореализовываться,
приходить туда. Я уверен, что с учетом того, что был высокий запрос и такого объекта там не было, безусловно, потребность и интерес на этот объект, конечно же, будет высока. Получается, мағынасы яштар вақытын уздырған деректер. Да, конечно. Это не только обеспечить и создать условия для их занятости, Да. это еще и создать условия для их самореализации. Mesela birden çok gittik ama siz her gün şöyle birden işe başlasınız mı? Çeyrek müşkül olsa. Ну, вы знаете, вот всегда по-разному бывает. Если в районы выезжаем, иногда бывает и в 5 утра выезжаем, да, у нас? В 5-4 утра бывает, если это дальний район. Да? И стараемся, если куда-то выезжаем, то захватывать не один, а 2-3 района иногда бывает. А в будни, конечно, выезжаем тоже рано, утром. Ну, это нормально. Районда ешерисiniz. А? Районlarda ешерисiniz. Часто? Да, часто ездим по районам. Вообще все районы мы объездили уже. Есть районы, которые мы по уже 10-15 раз посетили. И всю республику, что называется, наизусть теперь мы знаем про каждый район, про ситуацию в районе. Поэтому это нормальная работа. Ну вы сами своими глазами хотите видеть, да, вот все, что делается или что нужно сделать. А так и должно быть, понимаете. Я уверен, что руководитель любого уровня для того, чтобы разобраться в процессах и в технологиях, он должен до молекул, что называется, разобрать, а потом собрать тот или иной механизм. И если это, например, касается ремонта или реконструкции какого-то здания, ты должен сам его увидеть, залезть в подвал, залезть на чердак, увидеть все помещения, увидеть состояние этого объекта, а потом уже трезво оценивать, какие ресурсы нужны для того, чтобы восстановить это здание, либо вообще отказаться от него и искать другое здание. Яшьләр буенча безнең эшләр эштән дә бит инде хәзер Татарстандаймы? Бармы шундый менә русча әйткәндә кричащие шундый проблемалар или хәзер теге основныйлары сез бетердегезме инде? Вы знаете, исторически сложилось так, что у молодежи республики, особенно той, которая проживает в муниципальных образованиях, у них всегда два вопроса, главных вопроса. Первый вопрос – это вопрос улучшения жилищных условий. А второй вопрос – это достойное место работы с достойными условиями труда. Это и касается не только заработной платы, но и условий, в которых они работают. Чтобы было комфортно, тепло, безопасно. И вот вокруг этих вопросов фактически выстраивается работа и органов местного самоуправления, ну и вообще всех министерств нашей республики. Поэтому вот в этом направлении мы и двигаемся. Что касается улучшения жилищных вопросов, то здесь у нас достаточно неплохая динамика, положительная. Вот только наше министерство реализует 4 механизма по реализации жилищных программ. Это в первую очередь, конечно же, федеральная программа, в рамках которой вот в 2022 году, в прошлом году, мы предоставили субсидии безвозвратные и беспроцентные в общем объеме более 86 миллионов рублей для 50 семей в разных районах республики. А уже в 2023 году это 126 миллионов рублей для 81 семьи. И реально семьи, которые получают безвозмездные субсидии от государства
И эти субсидии составляют там, от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. Когда молодые семьи получают финансовые средства, в процентном соотношении это 30%, если нет ребенка у молодой семьи, 35%, если есть один ребенок и более, от стоимости жилья, которое они хотят приобрести. И это существенная поддержка. Вот мы сейчас формируем программу следующего года. Это уже порядка 136 миллионов рублей, если мне память не изменяет, на следующий год. Мы думаем, что в 2024 году мы сможем обеспечить в районе 100 семей этими субсидиями. Помимо вот этой программы, есть еще программа «Молодая семья», которую мы реализовываем с Государственным жилищным фондом при Раисе Республики. И здесь тоже высокая динамика. У нас за 2,5 года 3200 с лишним семей вступили в эту программу. Из них 2000 с лишним уже улучшили свои жилищные условия и получили квартиры. И это серьезная, между прочим, цифра. Когда реально молодые семьи имеют такую возможность вставать по программе социальной ипотеки в очередь, при всем, что мы в рамках своей вот этой программы «Молодая семья» сняли все ограничения для молодых семей в части их места работы. Раньше вы знаете, что все должны быть работниками бюджетной сферы. Но для молодых семей мы сняли эти ограничения. Вне зависимости от того, где они работают. На предприятии, в коммерческой структуре. Они являются самозанятыми. Они безработные. Но если они имеют возможность подтвердить свою платежеспособность и подтверждают, что они действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, у них меньше на одного члена семьи 18 квадратов приходится, то они имеют право зайти в эту программу и получить эту квартиру по социальной ипотеке. И это достаточно существенная программа, которая нам помогла для тысяч, теперь уже, да, для нескольких тысяч молодых семей улучшить жилищные условия. Третья программа, мы ее называем программой поддержки лидеров молодежной политики. 49 квартир ежегодно мы предоставляем тем ребятам, которые работают в учреждениях молодежной политики, либо работают на предприятиях или в организациях не молодежной политики, но активно реализующие молодежной политики у себя на местах. И вот самых лучших мы отбираем ежегодно, и уже с 2013 года, если мне память не изменяет, этот конкурс реализуется. И четвертый механизм – это реализация закона Республики Татарстан об улучшении жилищных условий молодых семей в Республике Татарстан, который предоставляет возможность выдачи до 60% стоимости жилья в виде беспроцентной, но возвратной субсидии. В течение 15 лет после получения этой субсидии молодой человек равными долями возвращает в полном объеме эту субсидию. Но здесь привлекательным является то, что это беспроцентная такая рассрочка. И здесь мы тоже достаточно хорошо двигаемся, особенно вот Набережная Челны, Нижнекамск. Вот эти города очень активно участвуют в этом направлении. Это я рассказал коротко о том, как мы реализуем вот этот запрос молодежи на улучшение жилищных условий. И второй их запрос, это рабочее место. Министерство молодежи не то министерство, которое может построить заводы и предприятия, но мы то министерство, которое может
помочь молодежи получить знания в области предпринимательства. Да? Как стать самозанятым, как стать предпринимателем, как открыть крестьянско-фермерское хозяйство на селе, как получить грант или государственную поддержку, что нужно сделать, чтобы тебе предоставили субсидию на развитие предпринимательства и многое-многое другое. И вот в этой части мы, конечно же, достаточно неплохо двигаемся. У нас есть наше аграрное молодежное объединение, да, Диляра, возглавляет его Шувалова. Вот вместе с ней в разных районах республики мы проводим школы предпринимателей для того, чтобы они имели возможность, имеется в виду молодые люди, имели возможность получить какие-то установки, какую-то ценную информацию, знания от лучших тренеров, от специалистов, профессионалов своего дела, от молодых, уже состоявшихся и успешных предпринимателей, которые открыли тоже свое дело на селе, да, и теперь уже вышли в плюс и рассказывают о том, как они проходили этот непростой путь своего становления. И уже в прошлом году, вот, например, мы провели в Актамыше, в Аксубаево, в Рыбной Слободе, в других районах. В этом году, вот буквально несколько недель назад, я выезжал в Лениногорск, и там мы собирали юго-восток республики, несколько районов, предпринимателей, с ними тоже общались. И эту работу мы планомерно продолжаем. Здесь нам помогают наши коллеги из Дома предпринимателей, да, из Министерства экономики. Но помимо этого мы еще работаем и со студенческой молодежью. Лига студентов Республики Татарстан реализует сейчас ряд федеральных проектов по развитию молодежного предпринимательства. Вот буквально месяца полтора назад мы собирались и запускали федеральный проект в области развития молодежного студенческого предпринимательства в Доме предпринимателя на Петербургской. И эту работу, безусловно, мы тоже будем продолжать, в том числе и поддерживать в рамках конкурсов на получение грантов для реализации социально значимых проектов. Поэтому вот в таком формате двигаемся. Проводить время и пользоваться всем, что здесь есть. Вы помните, какое здесь здание было, да? Да. Такое. Не очень. И что получилось? Круто, да? Да. Вот у них тоже есть специализация, как здесь было, такая была библиотека. Успехов великий сейчас. Добро пожаловать в молодежный центр «Синергия». И у нас появился здесь, появилась фотозона. Наш девиз: Россия это я, Россия это мы, это лучшие люди страны. И обед вина. Вместе мы, сила, вместе мы, мощь, нас за слабо просто так не возьмешь. Работающие специально сюда пригласили, показать тоже надо, что здесь сами молодежь, все, что надо, вот именно твои запросы. Сказали, что нужно кафешки. Теперь у нас организованы и интернет, и пространство, и кофе, и чай. Ну, пожалуйста, приходи. Ну ладно, мастер-класс по истории успеха. Чтобы здесь жизнь кипела. Всегда занято, чтобы
Не на улице болтались, а вот сюда приходили, общались. Здорово. Швейное дело. Здравствуйте. Сейчас молодые мамы вот, шьют, да. Вы обучаете? Да. Да. У вас дорого, у вас дорого. У нас большое преимущество этого помещения в том, что здесь есть совмещение с детской игровой. То есть мы можем работать с молодыми семьями. Мамы занимаются, а детки играют. Да, да. То есть здесь мы проговорили, короче, собаки, созвездие, другие праздники, да? Вот наши спортсмены. Здравствуйте. Чем занимаемся? Здесь будем разбирать спорт, программирование. Сейчас они Играют. Как понять, играют? Вот тренируются. Просто играют? Нет, это команда по диджитал игрокам. Вот эта игра, короче, Counter-Strike, несмотря на то, что там есть вот такие сцены, да, она включена в перечень международных позиций, по которым проходят игры. И в разных чемпионатах мира там сотни тысяч долларов. Доброе утро, здравствуйте. Чем занимаетесь? Мы занимаемся спасительную помощь для наших защитников. Это отличные свечи. Потом занимается Давай с ним 19 часов пойдем играть. Да, давай с ним 19 часов. Это понятно. Это нужно делать, да. И окопный свеч мы как раз его используем в первые дни, когда приехали в организацию. И вот сейчас я увидел своими глазами, как их делают, а там их используют. И вот эти маски получили тоже, как они теплые. Проводим праздники грантовские. Это первый у нас бренд Алексеевской Пересновой. Я сама выиграла по своему проекту 18 года 10 раз. Форум из 91 члена Совета Ассамблеи к работе. В работе сегодняшнего заседания принимают участие представители администрации Раисы. Мына мен инде хәзер без инде килеп җиттек кире Рәсиевтан яшьләр эшләре министрлыгына. Менә ул. Анда инде хәзер яшьләр үзәкләре, оешмалар грант өчен үзләренең проектларын яклаячак. Менә безнең министрлык шундый матур җирдә урнашкан. Софиян урамында ул менә иске татар бистәсе. Бистәсендә менә министрлык, яшьләр эшләре министрлыгы.
Daha kirib biz endi proyektlarni tashlayotganini qaraymiz. Mana boram. Tagida bilan защита bor. Proyektlar tashlaydilar. Hozir endi qanday ish qilib borishamiz. Цель нашего проекта – поддержка и популяризация молодежного туризма, молодых детей и молодежи в палаточных лагерях. Задача подготовки и организования методической материально-технической базы. Претендуют на получение грантов на уже 2024 год. Я напомню, уважаемые коллеги, что такое решение было принято мною, исходя из того опыта, который мы вместе с вами уже имеем. Как вы знаете, мы всегда в начале года проводили отборочные этапы, а потом уходили на конкурсные позиции, на торги, и это отнимало некоторое время у нас. В этом году мы планируем, чтобы провести отборочный этап заранее, то есть в конце текущего года подведем итоги, для того, чтобы уже в январе мы смогли довести лимиты до каждого учреждения по соглашению, отдать вам финансирование, и чтобы вы уже в январе-феврале запустили торги. Наш проект, цель проекта вовлечение сельской молодежи в социокультурное развитие района посредством организации образовательной двухдневной смены «Чулпан». Школа актива на базе детского оздоровительного лагеря «Чулпан» для активной сельской молодежи в количестве 70 человек. В летнее время. История проекта началась еще с молодежной форума «Молодежь села реальных перспектив», который мы защитили по предпринимательству, и было у нас в прошлом году в ноябре с Балтасинским районом. Вот мы из года в год и в письмах об этом писали, и из года в год об этом говорим на защите проектов. Вот для нас крайне важно, что все те проекты, которые вы представляете на защите, чтобы они носили системный характер. Поручение министра, переходите сразу к сути проекта, не забывайте, пожалуйста, взаимодействие с некоммерческими организациями, потому что невозможно поставить оценку, мы не услышали этого. Планируется к реализации привлекать средства массовой информации и так далее. То есть все какие критерии есть, чтобы мы имели, либо нам помимо краткого описания проекта все-таки сам проект давать, как в том году, потому что мы в полной мере оценки поставить не сможем, не услышали. Ну вот мы только увидели. Поиск кетешек, Казан Экспоға министр білен іш күнде сонда дауым етешек. Мына бойынның Казан вокзалы. Біз енді мұнда қазір министр білен Казан Экспо көргәзмәләр үзәгенә китәчәкбез. Анда инде студентларның эшче отрядлары Бөтен Россия слеты булачак. Анда панельный дискуссия булачак, утырыш булачак. Анда инде министр катнашачак. Шуңа күрә үч көннән тасырлыбыз икән, анда бармыйча булмый. Шуңа күрә мин монда. Шли на работу опять. Ушедшие дни мне нет, перемотать назад этот миг, его нет теперь. Во-первых, от имени правительства Республики Татарстан я бы хотел поблагодарить Центральный штаб, всех коллег, которыми было принято решение о том, что хлебосольная татарская земля будет принимать всероссийский слет. Для нас это большая и ответственность одновременно, и большой праздник и событие. Говорили о том, что, наверное, сегодня на нашей панельной дискуссии должны быть приняты какие-то решения. Пользуясь тем, что сегодня с нами и депутаты Государственной Думы Федерального собрания,
может быть, и мы вместе здесь сформулируем какое-то новое решение. И в свое время было принято решение о том, что освободить предприятие отчисления в пенсионный фонд. Да? Может быть, стоит задуматься еще больше на высокую планку для того, чтобы вообще студенческие отряды либо частично, либо полностью на период их работы освободить от НДФЛ. По физлицам Движению студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан в этом году 60 лет. Это большая жизненная школа и, безусловно, конечно же, профессиональное становление личности. Мы говорим о том, что сегодня студенческие отряды – это самый, наверное, действенный механизм повышения гражданского самосознания и воспитания человека как достойного гражданина нашей страны. Поэтому мы всегда поддерживаем и будем поддерживать это движение во всех направлениях. Сегодня в среднем от 10 до 12 тысяч студентов в Республике Татарстан ежегодно трудятся в разных направлениях. Это и педагогические отряды, и сельскохозяйственные отряды, строительные, дорожно-строительные, и отряды проводников, медицинские отряды и многие другие направления. И самый главный принцип – это то, что мы вместе с высшими учебными заведениями и техникумами республиками выбираем профильность той профессии, которую получает студент, и направляем их в те отряды, которые соответствуют профилю получаемой специальности. Таким образом, при выпуске его квалификация, его уровень профессионализма на порядок выше, чем у других студентов. Спасибо.